Традиционная одежда карачаево-балкарцев. Комплекс национальной одежды карачаево-балкарцев складывался в течение многих веков. В своем развитии он опирался на традиции одежды древнего населения Центрального Кавказа, которая сыграла важную роль в этногенезе народа, а также на древнетюркскую традицию. В целом, в своей основе мужской костюм уже сформировался, вернее, даже не то, что он сформировался, а основа его сформировалась именно в аланское время, потому что аланский кафтан, он очень сходен с мужской одеждой и бешметом, и черкеской. Меняется только застежка, то есть если аланский костюм он запахивается на левую сторону и достаточно глухо, то в современном бешмете и в черкеске это центральная застежка, такая как у половцев, например. И вообще в основе северокавказского костюма, конечно, лежит тюркский костюм. Развитое скотоводческое хозяйство стало причиной преобладания высококачественного домотканного сукна, войлока, льняных тканей для изготовления повседневной одежды. Праздничную одежду шили из дорогих привозных тканей ярких цветов – бархата, парчи, шелка. Украшалась она золотым и серебряным шитьем, галунами, серебряными и золотыми ювелирными изделиями. Женская одежда. Женский национальный костюм гораздо более самобытен, чем мужской. Это объясняется особым образом жизни женщины, которая была более привязана к вековым традициям семьи и очага, являясь хранительницей древних обычаев. Женский костюм в основном состоял из туникообразной рубахи, кёллек, шаровар, кёнчек, кафтанчика, күбетүп, платья, чепкен, джейрык, бешмета, каптал. Девичий кожаный корсет, чуба, начинали носить с 9 лет, чтобы сформировать стройную фигуру с очень тонкой талией. Поверх длинных женских рубах под распашными платьями носили кафтанчики, которые плотно облегали фигуру и застегивались на металлические застежки. Они изготавливались из серебра, украшались гравировкой, чернью, филигранью и цветными камнями. На воротнике часто располагалась крупная фигурная застежка в форме 2 птиц. Иногда фигурки птиц были настолько стилизованы, что напоминали растительный орнамент. Позднее кафтанчик распался на несколько функциональных частей. Так появился отдельный нагрудник с застежками – тюйме. Неотъемлемым элементом женского праздничного костюма является пояс – кямар. Это наборный пояс, состоявший из серебряных пластинок с чернением, позолотой, филигранью, украшенный драгоценными камнями. Женские головные уборы. Парадный головной убор назывался окабюрк. Выделяли 2 основных вида женских шапочек. Первый – цилиндрической формы с округлым или конусообразным верхом, носили в основном знатные карачаевки и балкарки. Второй – цилиндрической формы с плоским верхом, считался принадлежностью праздничного костюма. Поверх шапочки надевался платок, концы которого не спадали на грудь или просто обвязывались вокруг шеи. Платки в Карачаи-Балкарии имели различную степень престижности. Важную роль в свадебных обрядах играл шелковый платок с бахромой чилле-джаулук. Его включали в приданное невесты. Женская обувь. Наиболее распространенной в Карачаи-Балкарии была обувь из войлока и кожи, которая производилась местными мастерами. В качестве повседневной обуви использовались чарыкла. Праздничная обувь шилась из софьяна, сахтиян-чарыкла. Праздничной обувью высших сословий горянок считались женские ходули, агач-аякла. Мужская одежда. В обычный комплект мужской одежды входили рубаха, кёлек, штаны, кёнчек, бешмет, каптал, черкеска, чепкен, шуба, тон, бурка, джамче. Поверх бешмета всегда надевалась черкеска. Появление в общественном месте без черкески могло быть расценено как неуважение к этикету. С распространением огнестрельного оружия на Северном Кавказе на обе стороны груди черкески стали нашивать карманчики, хазырла, в которых хранился порох. Мужской наборный пояс мог многое поведать о своем хозяине: благосостояние, социальный статус. Традиционно выделялись 3 типа: золотой, алтын-белебау, серебряный, кюмүш-белебау, с костяными украшениями, сюек-белебау.
Весь набор носил название «мет» и состоял из пряжки, аил, различных бляшек и свисающих плоских наконечников. К поясу также прикреплялась небольшая украшенная инкрустацией коробочка – джиликорн, предназначенная для хранения смазки ружья. Мужские головные уборы. Мужские головные уборы отличались разнообразием покроя и формы. Войлочные шапки – киисбюркле, шапки из каракулевой шкуры – бухарбюркле, шапки из длинношерстной шкуры – черпабюркле. Особые чалмы, которые носили люди, совершившие хадж – сархла, капюшоны с длинными закругленными на концах лопастями – башлакла. Мужская обувь. Как отмечалось ранее, обувь шилась в основном из войлока и кожи. К основным видам относились войлочные валенки, уюкла, кожаные чулки, ишемла, легкие сапоги софьяна ниже колен, меселе, повседневная обувь из сыромятной кожи, чабырла и чарыкла. Мы представили вам очень краткое описание традиционной одежды карачаево-балкарцев. Однако в старину модники и модницы имели гораздо более разнообразный гардероб. Сегодня из национальной одежды широко используются праздничные варианты мужского и женского костюма на свадьбах и других торжествах. Эта тенденция приобретает все большую популярность среди молодежи. Более подробно об истории национального карачаево-балкарского костюма смотрите в материалах на сайте фонда Эльбрусоид.